Со вчерашнего дня в столице ужесточили карантин. Как это отразится на жизни мегаполиса и его жителей? В прямом эфире поговорим с гостем студии, официальным представителем Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения страны Иржаном Байтанаевым. Доброе утро, Иржан. Согласно новому постановлению главного санитарного врача, не меньше 80% сотрудников государственных органов, национальных компаний и предприятий различных форм собственности должны перевести на удаленную работу. Исключение составляют только вакцинированные и переболевшие. И тут возникает вопрос, а если работодатели начнут увольнять непривитых сотрудников, насколько это правомерно? Доброе утро. В первую очередь хочу отметить, что новое постановление главного госсанврача столицы было принято из-за ухудшения эпидситуации в столице. И не только в столице. Мы все сейчас знаем, что на территории Республики Казахстан в регионах уже эпидситуация ухудшается. Каждым днем повышается заболевших наших людей. Например, только мне пришла информация, за сутки 27 июня коронавирусной инфекцией заразились 1686 человек, это большой скачок. В городе Нур-Султан у нас лидирует 507 человек, в Караганде 280 человек, также в Алмате 215 человек. Но по постановлению то, что 80% наших граждан переходят на дистанционный режим работы, это то, что эпидситуация ухудшается. И единственный путь, мы также призываем каждого гражданина провакцинироваться тогда для создания иммунитета коллективного. Но уволить граждан с работы не имеет никто права. Все работодатели должны невакцинированных дать право на выбор каждый день, каждые 7 дней проходить ПЦР-тестирование, либо предоставить ему дистанционный режим формата работы. Все идет к тому, что невакцинированные граждане будут так или иначе подвергаться дискриминации? Конечно, это нет. Во-первых, для улучшения эпидситуации мы должны провакцинироваться, еще раз призываю. Но у нас, согласно закону, кодексу здравоохранения, каждый гражданин имеет право отказаться в письменной форме от вакцинации. Но единственный путь – это вакцинация. Но я отмечу еще раз, увольнять или там притеснять, это противоречит нормам закона Республики Казахстан. В лидерах по заболеваемости сейчас Нур-Султан. Насколько сейчас загружены инфекционные стационары? Вы, упомянули статистику. И что можно сказать о готовности больницы и койко-мест инфекционных стационаров? Есть ли вообще в ведомстве так называемый план Б на случай резкого роста инфицированных коронавирусной инфекцией? За последние только 3 дня у нас заболеваемость в городе Нур-Султан выросла на более 20%. Загруженность инфекционных стационаров поднялась на 66%, в том числе реанимационных коек на 60%. Это большой сигнал. Мы должны все соблюдать все санитарные требования. Это носить маски, это соблюдать социальную дистанцию. А также самое главное, это не собираться в массово скопленных местах. Также по состоянию, вообще по сценарию все зависит от каждого гражданина. Я еще раз призываю, у нас есть единственный выбор, весь мир приходит к этому, это вакцинация. Уважаемые граждане, не нужно отказываться, призываем каждого провакцинироваться и верить только достоверным информациям. А в связи с той ситуацией, которая сейчас развивается, какой сценарий развития эпидемиологической ситуации в столице наиболее вероятен? К чему нужно нам всем быть готовыми? Какой сценарий? Это мы на сегодняшний день не можем говорить, но еще раз вам повторяю, граждане, нужно соблюдать. Все зависит от каждого гражданина. Но, учитывая ограничительные меры в столице, также на сегодняшний день у нас есть запас коечных мест, а также трехмесячный запас лекарственных средств. Но если мы будем также ходить